Глава 16. О сознании, обуздании ума и сне. Когда Парашурама услышал эту историю, он пришел в изумление и попросил учителя продолжить повествование. Господь, эта древняя легенда изумительна. Пожалуйста, расскажи мне, какие вопросы Аштавакра затем задавал царю и какие указания он получил. До настоящего времени я не слышал этой истории, полной возвышенных истин. Пожалуйста, продолжай рассказ. Учитель, я горю желанием услышать его полностью. Услышав это, Даттатрея, великий мудрец и учитель, продолжил святое повествование. Слушай, о Бхаргава, беседу с Джанакой. После того, как святая отшельница исчезла, скрылась из виду, Аштавакра, сын мудреца, попросил Джанаку, окруженного целой группой пандитов, привести полное объяснение краткой, но загадочной речи отшельницы. И я сейчас сообщу тебе ответ Джанаки, который ты должен внимательно выслушать. Аштавакра спросил: «О царь Видехи, я не в силах понять учение отшельницы из-за его краткости. Пожалуйста, объясни мне, Господь милости, как я могу познать непостижимое». Услышав это, Джанака, как будто удивившись, ответил: «О сын мудреца, слушай меня. Это знание не является непостижимым. Оно также не пребывает в неизвестности даже на миг. Скажи мне, как даже самый способный из учителей может вести кого-то к тому, что всегда остается неизвестным? Если гуру может учить, то это означает, что он знает то, о чем он говорит. Это запредельное состояние весьма легко достижимо, или же может быть почти недостижимым в зависимости от направленности ума. Оно достижимо, если ум обращен внутрь, пребывая в умиротворенности, и наоборот, если он обращен наружу и неугомонен. Этому невозможно научить, если оно остается неизвестным. Тот факт, что Веды указывают на это только косвенно, посредством высказывания «не то», показывает, что знание может быть передано другим. Все, что ты видишь, становится познанным именно благодаря абстрактному разуму. Теперь тщательно анализируй свое основополагающее сознание, которое, хотя оно не обусловлено и отделено от материальных объектов, все же освещает их всех одинаково. Знай, что оно – это истина. О мудрец! То, что не сияет своим собственным светом, может только освещаться разумом, и оно не может быть самим разумом. Разум – это то,
посредством чего познаются объекты. Он не может быть тем, чем он является, если он становится объектом познания. Познаваемое всегда должно отличаться от самого познающего разума, иначе оно не могло бы быть познано этим разумом. Разум в абстрактном виде не может признавать частности, которые являются свойствами объектов. Поэтому объекты принимают формы. Внимательно созерцай абсолютный разум после устранения всего постороннего из него. Подобно тому, как зеркало приобретает цвета изображений, так и абстрактный разум принимает различные формы объектов из-за удержания их внутри себя. Подобным образом может быть проявлен абстрактный разум посредством устранения от него всего, что может быть познано. Он не может быть познан как обладающий теми или иными качествами, так как он – опора всего и вся. Это, являющееся самостью искателя, непостижимо. Исследуй свою истинную самость вышеприведенным образом. Примечание. Нет никакого другого инструмента для познания самости, равно как нет никакого света для ее познания. Возврат к тексту. Ты не тело, не чувство, не ум, потому что все они приходящие. Тело состоит из пищи, поэтому как ты можешь быть телом? Так как чувство «я», эго, превосходит тело, чувство и ум во время познавания объектов. Комментарий. Самость всегда сияет как «я» вследствие своего самосияния. Тело же и подобные ему вещи нет. «Я» превосходит тело и так далее в момент восприятия объектов, потому что в это время не существует телесного представления. Иначе эти два восприятия должны были бы иметь место одновременно. Возврат к тексту. Может быть сделано предположение, что вечный проблеск самости как «я» не очевиден во время восприятия объектов. Но если бы «я» не сияла в тот момент, то объекты не были бы восприняты, подобно тому, как они невидимы при отсутствии света. Почему же тогда этот проблеск не очевиден? Потому что восприимчивость всегда связана с неживой материей. Кто еще мог бы увидеть самосияние самости? Она не может сиять в абсолютном уединении и чистоте. Однако она пребывает там, как «я».
Более того, каждый чувствует: я вижу объекты. Если бы это исходило не от вечно существующего «я», тогда всегда возникало бы сомнение: я существую или я не существую, что абсурдно. Также не должно быть предположений, что я тождественна телу во время восприятия объектов, поскольку восприятие подразумевает принятие воспринимаемой формы разумом, как это очевидно при отождествлении тела с самостью. Также опять-таки нельзя сказать, что во время восприятия «я такой-то и такой-то» чайтра ощущение чайтры берет верх над ощущением «я», так как чувство «я» никогда не будет подавлено чувством чайтры. Существует непрерывность «я» в глубоком сне и самадхи. Иначе после сна человек проснулся бы как кто-то другой. Можно задаться вопросом, что в глубоком сне и в самадхи самость остается некачественной и поэтому не тождественной ограниченному осознанию эго или «я» бодрствующего сознания. Ответ заключается в следующем. Существует два вида «я», обладающие качествами и внекачественные. Качества подразумевают ограничения, в то время как их отсутствие подразумевает его неограниченную природу. «Я» связана с ограничениями в состояниях сна и бодрствования, и оно свободно от них в состояниях глубокого сна и самадхи. В таком случае связано ли «я» в самадхи или во сне с тройственным разделением на субъект, объект и их отношения? Нет. Будучи чистым и единственным, оно не запятнано и сохраняется как «я-я» и ничто другое. То же самое относится и к совершенству. Поскольку Ее Величество Абсолютный Разум всегда сияет как «я», она является всем и сама всезнающая. По сути, ты – это она. Постигни это самостоятельно, обратив свой взор вовнутрь. Ты – одно только чистое сознание. Осознай это прямо сейчас, поскольку промедление недостойно хорошего ученика. Он должен постигнуть самость в момент получения этого предписания. Выше было использовано слово «взор». Здесь имеется в виду не твои глаза. Подразумевается мысленный глаз, поскольку он – это глаз глаза, ясно видящий даже во сне. Уместно говорить, что взор должен быть обращен вовнутрь, потому что восприятие возможно только тогда, когда взор направлен к объекту. Взор должен быть отведен от других объектов и зафиксирован на определенном объекте, чтобы увидеть его. Иначе этот объект не будет воспринят во всей полноте. Тот факт, что взор
не зафиксирован на объекте, это то же самое, что не видеть его. Аналогично и со слухом, осязанием и так далее. То же самое применимо к уму с его ощущениями боли и наслаждения, которые не воспринимаются, если ум занят чем-то иным. Для всех остальных восприятий требуются два условия, а именно устранение других восприятий и сосредоточение на этом. Но самореализация отличается от них тем, что для нее требуется только одно условие – устранение всех восприятий. И я скажу тебе причину этого. Хотя сознание непостижимо, оно все же осознаваемо чистым умом. Даже ученые путаются в этом вопросе. Внешние восприятия ума зависят от двух условий. Первое – это устранение других восприятий. А второе – это фиксация на конкретном предмете восприятия. Если ум просто уводится от других восприятий, то он находится в нейтральном, беспристрастном состоянии, в котором отсутствует восприятие любого вида. Поэтому сосредоточение на определенном предмете необходимо для восприятия внешних вещей. Но так как сознание – это самость, и оно не отделено от ума, то сосредоточение на нем не является необходимым для ее реализации. Достаточно того, что другие восприятия, а именно мысли, должны быть устранены из ума, и тогда самость будет реализована. Если человек хочет выбрать одно определенное изображение среди ряда других, проходящих перед ним как отражение в зеркале, он должен отстранить свое внимание от остальных изображений и зафиксировать его на этом определенном. И если с другой стороны он хочет увидеть то пространство, что отражает это изображение, то будет достаточно, если он отстранит свое внимание от изображений, и тогда пространство раскрывает себя без всякого внимания с его стороны, поскольку пространство постоянно пребывает всюду и уже отражено там. Однако оно оставалось незамеченным, потому что межпространственные изображения господствовали на сцене. Пространство, будучи поддерживающей основой всего и неотъемлемо присущим всему, становится проявленным только в том случае, если внимание отстраняется от панорамы объектов. Таким же образом и сознание поддерживает все и неотъемлемо присуще всему, всегда оставаясь совершенным, подобно пространству, пронизывая также и ум. Отстранение внимания от других предметов – это все, что необходимо для самореализации. Или ты станешь утверждать, что самосияющая самость может хоть на долю секунды отсутствовать в каком-либо углу или закоулке.
Воистину, не может быть никакого мгновения или места, в котором бы не было сознания, поскольку его отсутствие означает также и их отсутствие. Поэтому сознание самости становится проявленным с помощью простого отстранения внимания от вещей или мыслей. Реализация самости требует только абсолютной чистоты, но не сосредоточения ума. По этой причине говорится, что самость непостижима, подразумевая, что она объективно непостижима. Поэтому также говорится, что единственное требование для достижения самореализации – это чистота ума. Единственная загрязненность ума – это мысль. Сделать ум свободным от мыслей означает содержать его в чистоте. Теперь тебе должно быть ясно, почему чистота ума так настоятельно требуется для самореализации. Как самость может быть осознанна при отсутствии такой чистоты? Или как же это возможно для самости не быть обнаруженной, когда она засверкает в чистом уме? Все предписания священных писаний направлены к одной только этой конечной цели. Например, бескорыстное служение, преданность и бесстрастие не имеют никакой другой цели перед собой. Поскольку трансцендентальное состояние, то есть самость, проявляется только в незапятнанном уме. После того, как Джанака произнес все это, Аштавакра продолжил спрашивать: «О царь, если все так, как ты говоришь, что ум, сделанный бездеятельным с помощью устранения мыслей, становится совершенно чистым и способным к проявлению высшего сознания, тогда сон обеспечит это сам по себе, поскольку он удовлетворяет твоему условию и при этом нет никакой потребности в какого-либо рода усилий». Спрошенный таким образом юным брамином, царь ответил: «Я удовлетворю тебя в этом отношении. Слушай внимательно. Ум действительно абстрагируется во сне, но в этом случае его свет укутан тьмой. Так что как он может проявлять свою истинную природу? Зеркало, покрытое смолой, не отражает изображения. Но может ли оно при этом отражать какое-либо пространство? Будет ли достаточно в таком случае устранить изображение, чтобы раскрыть пространство, отраженное в зеркале? Подобным образом и ум, скрытый темнотой пеленой сна, становится непригодным для освещения и проявления мыслей. А разве такое затмение ума выявит проблеск сознания? Разве полено, перед которым находится один единственный объект и устранены все остальные, отражает объект просто потому, что все другие устранены?
Отражение может иметь место только на отражающей поверхности, а не на всех поверхностях. Аналогичным образом, реализация самости может иметь место только при бдительном, осознающем уме, а не в случае притупленного или одурманенного. У новорожденных малышей нет никакого осознавания самости из-за отсутствия бдительности. Более того, исследуй далее аналогию с покрытым смолой зеркалом. Смола может не позволять увидеть изображение, но это не оказывает влияния на качество зеркала, поскольку само покрытие из смолы все равно должно отражаться на внутренней стороне зеркала. Также и ум, хотя и отстраненный от снов и бодрствования, все еще пребывает во власти темного сна и не свободен от качеств. Это становится очевидным при воспоминании о темном невежестве сна, когда человек просыпается. Сейчас я расскажу тебе о различии между сном и самадхи. Слушай внимательно. Существует два состояния ума: освещение и рассмотрение. Первое из них – это соединение ума с внешними объектами, а второе – это обдумывание увиденного объекта. Освещение не обусловлено и не определено ограничениями объектов. Обдумывание обусловлено и определено ограничениями, относящимися к замеченным объектам, и это ступень, предшествующая их ясному определению. Примечание. Сначала ум замечает вещь в ее расширенном, простирающемся образе. Впечатление получается только после того, как вещь замечена в ее замкнутой форме, и оно становится глубже при размышлении над первым впечатлением. Возврат к тексту. На предварительной стадии простого освещения нет никаких различий. Сама вещь еще не определена, так что освещение, как считается, не обусловлено. Вещь становится определенной позже, и тогда о ней говорят, что она такая-то и такая-то. Это восприятие вещи после обдумывания. Обдумывание, опять же, бывает двух видов. Одно – фактическое переживание, называемое свежим, а другое – размышление над этим первым переживанием, и это называется память. Ум всегда функционирует двумя этими способами. Для глубокого сна без сновидений свойственно одно только освещение сна. И переживание продолжается непрерывно в течение какого-то времени. В то время как для состояния бодрствования свойственно обдумывание, постоянно прерываемое мыслями. И поэтому про него нельзя сказать, что это невежество. Глубокий сон – это состояние беспамятства.
И хоть он и состоит из одного только освещения, все же он считается невежеством по той же причине, что и свет, хотя он и сияющий считается неживым. Комментарий. Чистый разум состоит из сияния, но он не является неживым, как пламя. Он сверкает сознанием, отличаясь этим от пламени, поскольку интеллект служит доказательством принципа мышления. Поэтому разум называется абсолютным сознанием, активным принципом, вибрирующим движением, всеобъемлющей самостью или Богом. В силу этого потенциала он порождает Вселенную. Шри Шанкара сказал в Саундарья Лахари: Шива обязан своим мастерством Шакти. Он не сможет даже пошевелиться в ее отсутствие. На этом основании Шива не должен рассматриваться как простая, невыразимая и не проявляющаяся сущность, зависящая в своих движениях от майи, подобно человеку, находящемуся в своем автомобиле. Шри Шанкара продолжает: Шива впряжен тобою, о Шакти, и соединен таким образом со своей истинной сущностью. Поэтому благословлены те немногие, кто поклоняется тебе как бесконечному ряду волн счастья, как изначальному основанию всего, что существует, как Всевышней силе, поддерживающей Вселенную, и как супруги запредельности. Таким образом, тождественность Шивы и Шакти друг с другом или с запредельностью очевидна. Довод о том, что Вселенная иллюзорна, что она вымысел воображения, похожий на мираж, ведет далее к утверждению о том, что творение, являющееся ее причиной, должно быть в равной мере иллюзорным. Тогда сосуществование Шивы и Шакти бессмысленно. И так как Шива оказывается непостижимым без Шакти, то рушится идея о главенстве Бога. Но священные писания указывают на Бога как на основную и первопричинную сущность, из которой появился мир, в которой он существует и в которой он исчезает. И это утверждение в таком случае будет бессмысленным. Почему другое утверждение священных писаний, есть только единый, должно быть единственно истинным? Разве оно предназначено для оказания поддержки аргументу об иллюзии? Надлежащий подход заключается в поиске гармонии в этих утверждениях, чтобы суметь понять их правильно. Их истинное значение заключается в том, что Вселенная существует, но она не отделена от изначальной реальности Бога. Мудрость заключается в осознании всего как Шивы, а не в том, чтобы смотреть на все как на пустоту. Истина в том, что существует одна реальность, которая в абстракции является сознанием, и она также трансцендентна. Она освещает всю Вселенную во всем ее разнообразии и изнутри своей собственной сущности, на основании своей самодостаточности,
которую мы называем майя, шакти или энергия. Невежество заключается в чувстве отделения творений от Творца. Люди – всего лишь детали той же самой реальности. Стадия беспамятства и оцепенения во сне берет верх над наделенной сознанием стадией обдумывания. Но фактор освещения, имеющий место все время в одиночку, то есть при отсутствии обдумывания, не может стать очевидным для людей. Поэтому сон считается состоянием невежества, в отличие от бодрствования, которое полагается знанием. Это заключение признано также и мудрыми. Сон, первым рожденный из запредельности, также называется непроявленным, внешним или великой пустотой. Смотрите главу 14, шлоку 59. Состояние, превалирующее во сне, это ощущение «ничего нет». Оно также превалирует при пробуждении, хотя вещи уже становятся видимыми. Но это невежество разбивается посредством потока мыслей. Мудрые говорят, что ум погружен в сон, потому что он освещает непроявленное состояние. Погружение ума, однако, не ограничено одним только сном, поскольку это случается также и в мгновение постижения вещей. Теперь я буду говорить с тобой, исходя из своего собственного опыта. Этот предмет озадачивает даже наиболее совершенных личностей. Всем этим трем состояниям, а именно самадхи, сну и моменту постижения объектов, свойственно отсутствие волнения. Их различие заключается в последующей оценке соответствующих состояний, которая производит различное восприятие. Абсолютная реальность проявляется в самадхи. Пустота или непроявленное состояние является отличительным признаком сна, а разнообразие свойственно постижению в состоянии бодрствования. Источник света, однако, один и тот же во всех этих состояниях, и он всегда остается незапятнанным. Поэтому его называют абстрактным разумом. Самадхи и сон очевидны, потому что их опыт остается неразрывным в течение некоторого поддающегося оценке периода времени. И этот опыт может быть оценен после пробуждения. Опыт в момент постижения остается неосознаваемым из-за своей быстротечной природы. Но самадхи и сон не могут быть осознаны в тот самый момент, когда они протекают. Состояние бодрствования перемежается с самадхи и сном, которые кажутся быстротечными. В
В состоянии бодрствования люди могут заметить мимолетный сон, потому что они уже знакомы с его природой. Но быстротечное самадхи проходит незамеченным, поскольку люди не настолько хорошо знакомы с ним. О Брамин! Воистину быстротечное самадхи переживается всеми, и это происходит даже в моменты, когда они поглощены хлопотами. Но оно протекает, оставаясь незамеченным ими, так как они с ним не знакомы. Каждый момент, свободный от мыслей и размышлений, состояние бодрствования – это состояние самадхи. Самадхи – это просто отсутствие мыслей. Такое состояние преимущественно имеет место во сне и в случайные моменты бодрствования. Все же это не называется надлежащим самадхи, поскольку все склонности ума присутствуют при этом в скрытом виде, готовые проявиться в следующее мгновение. Бесконечно малый момент наблюдения объекта не запятнан обдумыванием качеств этого объекта, и он в точности подобен самадхи. Я расскажу тебе дальше, слушай. Непроявленное состояние, которое рождено первым из абстрактного разума, что открывает идею «нет ничего», есть состояние абстракции, наполненное светом. Оно называется сном, потому что оно является нечувствительной фазой сознания. Ничто не раскрывается, потому что нечему раскрываться. Следовательно, сон – это проявление состояния бесчувственности. Но в самадхи Брахман, высшее сознание, сияет непрерывно. Она есть поглотительница времени и пространства, разрушительница пустоты и чистое бытие. В скобочках Иегова «Я есть». Как она это может быть невежеством сна? Поэтому сон – это не конец всему. Это просто форма всеобщего бытия. Так Джанака поучал Аштавакру. Так заканчивается глава 16 о беседе Джанаки и Аштавакры в Трипура Рахасье. Глава 17. О бесполезности скоротечных самадхи и о пути к мудрости. О Бхаргава, сейчас я скажу тебе, о чем дальше говорили Джанака и Аштавакра. Аштавакра спросил: «Царь, пожалуйста, расскажи мне самым подробным образом о том, что ты называешь скоротечным самадхи в бодрствующем состоянии, чтобы я мог развить его и обрести длительное самадхи». Будучи спрошенным об этом, Джанака ответил: «Слушай, о Брамин, следующие случаи – примеры такого состояния.
когда человек не замечает движения внутрь и вовне на короткий промежуток времени и при этом не подавлен невежеством сна. Бесконечно малое время, когда он вне себя от радости, когда он заключен в объятия своей возлюбленной во всей чистоте, когда обретена вещь, которую он очень сильно хотел, но прежде в отчаянии отказался от нее. Когда одинокий путешественник, не имеющий никаких сомнений в полной безопасности пути, по которому идет, внезапно оказывается перед лицом величайшей опасности. Когда человек слышит о внезапной смерти единственного сына, чье здоровье было превосходным, и когда сын находился в расцвете сил и на вершине своей славы. Примечание. Это примеры самадхи в восторге счастья или наслаждения и в приступах страха или печали. Существуют также периоды самадхи, имеющие место в промежутке времени между состояниями бодрствования, сна со сновидениями и обычного сна, во время обнаружения удаленного объекта, когда ум с одной стороны охватывает тело и при этом с другой стороны проецирует себя в пространстве до тех пор, пока он не охватит этот объект, подобно тому, как гусеница растягивает себя во время переползания с одного места на другое, стремясь ухватиться при этом за следующую опору. Тщательно наблюдай за состоянием ума в такой промежуток времени. Зачем пространно рассуждать об этих промежутках времени? Все происходящее вокруг застынет, если разум станет однородным. Пребывание в этих промежутках времени становится возможным, когда в разуме воцаряется определенная гармония, которая при обычных условиях постоянно нарушается. Поэтому великие основатели различных систем философии сказали, что различие между самостью, то есть абстрактным разумом, и интеллектом, индивидуальным разумом, заключается только в их продолжительности. Сугата, то есть Будда, полагает, что самость – это поток разума, разбитый, конечно, на короткие промежутки. Канада говорит, что именно разум есть свойство самости. Сноска. Канада – пожиратель атомов. Древнеиндийский философ, основатель философской школы Вайшишика. Импульсом системы Вайшишика является ее враждебное отношение к буддийскому феноменализму. Признавая буддийскую точку зрения на источники познания, восприятие и логический вывод, Вайшишика в то же время считает, что души и субстанции являются непреложными фактами. Возврат к тексту. Так или иначе, как только признаны прерывания потока разума, из этого следует, что эти промежутки между различными превращениями разума в объекты представляют его неизменное изначальное состояние. О сын Кахаэллы, знай, что если кто-то может отследить эти скоротечные самадхи, тогда у него уже нет нужды ни в каком ином самадхи.
Молодой брамин спросил далее: «О царь, почему же тогда все люди еще не освобождены, если в их жизнях настолько часто встречаются скоротечные самадхи, и если оно светоч, несущий просветление в непроявленной пустоте сна?» Освобождение – прямой результат внекачественного самадхи. Почему же тогда самость, будучи чистым разумом, не осознает себя и не останется освобожденной навсегда? Невежество рассеивается чистым разумом, который есть самадхи, и это непосредственная причина спасения. Пожалуйста, расскажи мне об этом, чтобы все мои сомнения ушли. Царь ответил следующим образом: «Я открою тебе эту тайну. Цикл рождения и смерти, существующий с незапамятных времен, обусловлен невежеством, которое проявляется в виде наслаждения и боли, все же оставаясь только сном и чем-то нереальным. Раз это так, то мудрые говорят, что знание может положить этому конец. Но какое именно знание? Мудрость, рожденная самореализацией, то есть «Я есть то». Комментарий. Сначала стремящийся к мудрости отворачивается от удовольствий жизни, погрузившись в поиски знания, которое ему преподает учитель. Это услышанное знание. Чтобы пережить его, он размышляет над ним и устраняет свои сомнения. Затем он применяет знание к себе и стремится почувствовать свою бессмертную сущность, превосходящую тело, ум и так далее. Он достигает успеха в ощущении своей внутренней самости. Затем он вспоминает ведические поучения, которым его учил гуру, о том, что самость, будучи внекачественной, не может быть чем-то отличным от Бога, и испытывает свое единство с всеобщей самостью. Таков вкратце путь мудрости и освобождения. Невежество не может быть удалено простым знанием, лишенным мыслей, поскольку такое знание ничему не противопоставляется, включая невежество. Знание, лишенное мыслей, подобно холсту, используемому в живописи. Холст остается одним и тем же, какая бы картина ни была нарисована на нем. Внекачественное знание – это простой свет. Объекты проявляются через него и в нем. Комментарий. Зеркало чисто и однородно, когда перед ним нет никаких объектов для отображения. И оно же кажется разнообразным из-за изображений, отраженных в нем. Также и самость – это чистый разум, и он чист, когда не загрязнен мыслями. Такое состояние называется нирвикальпа. Когда же имеет место загрязнение мыслями, то это савикальпа. Сноска. Нирвикальпа – это высшее состояние сознания, в котором отсутствуют самскары, скрытые впечатления, хранящиеся в тонком теле и подсознательном уме как архетипы,
когда человек полностью достигает единства с Брахманом, который вне всех перемен и различий времени, формы и пространства. Савикальпа – это форма самадхи, подверженная времени и изменениям. Возврат к тексту. Невежество – это всего лишь то знание, которое называется савикальпа – с мыслями, и ничего более. Невежество многообразно, существует в форме причины и следствия. Невежество – это всего лишь изначальное загрязнение, то есть причина, продолжающаяся как следствие. Комментарий. Чистый разум, Бог, в своем неживом аспекте функционирует как майя или независимая сущность, проецирующая невежество как творение. Возврат к тексту. Изначальная причина, как говорят, заключается в природе отсутствия знания о своей собственной самости. Самость, которая есть сознание, должна быть единой только при условии устранения ограничений. Потому что все это связано со временем и другими факторами, которые как раз и являются причинами ограничений. Тот тип знания самости, который существует как нецелое по отношению к самости, сам по себе не может быть каузальным невежеством природы идеи «и я существую здесь и сейчас». Это зародышевое семя, из которого затем появляется росток тела, как индивидуализированная самость, вырастающий далее до гигантского дерева в виде колеса рождения и смерти. Цикл рождения и смерти не прекращается до тех пор, пока не будет положен конец невежеству. Это может случиться только благодаря совершенному знанию своей сущности, не иначе. Такая мудрость, которая может устранить невежество, несомненно, бывает двух видов – косвенная и непосредственная. Вначале знание обретается от учителя и через него из священных писаний. Такое косвенное знание не может позволить узреть суть проблемы, поскольку одно только теоретическое знание не принесет плода. Необходимо практическое знание, которое приходит только благодаря самадхи. Знание, рожденное из нирвикальпа самадхи, порождает мудрость через уничтожение невежества и объективного знания. Подобным образом, опыт случайного самадхи при отсутствии теоретического знания также не послужит этой конечной цели. Подобно тому, как человек, неосведомленный о качествах изумруда, не может распознать его в шкатулке с сокровищами по одному только внешнему виду, равно как другой человек не сможет распознать изумруд, если он не видел его прежде, даже если он обладает полным теоретическим знанием в этом вопросе. Так и теория должна быть дополнена практикой, чтобы человек смог стать знатоком. Невежество не может быть устранено простой теорией или случайным самадхи невежественного человека.
Опять же, недостаток внимания – это серьезное препятствие. Поскольку человек, смотрящий в небо, не может распознать отдельные созвездия, даже образованный ученый будет не лучше глупца, если он не уделяет внимания объясняемой ему вещи. С другой стороны, если даже не будучи ученым, человек все же внимательно выслушивает все о планете Венера и с уверенностью приступит к ее поискам, зная, как найти ее на небе, то он в конце концов найдет ее. И тогда он уже будет способен распознать ее всякий раз, когда он ее увидит снова. Невнимательные люди просто глупцы, которые не могут постичь самадхи, повторяющегося снова и снова в их жизнях. Они подобны человеку, который ничего не знает о сокровище, находящемся под полом собственного дома, и ежедневно ходят собирать милостыню. Так что ты видишь, что самадхи бесполезна для таких людей. Разум младенцев всегда пребывает в неизменной форме, и все же они не постигают самости. Несомненно то, что нирвикальпа самадхи никогда не устранит невежество. Поэтому для его устранения необходимо искать савикальпа самадхи. Только этим можно добиться желаемого. Бог, неотъемлемо присущий как самость, рад похвальным действиям, которые продолжают совершаться в течение нескольких рождений, после чего зарождается желание к освобождению, а не иначе, даже если будут пережиты миллионы рождений. Необходима удача, чтобы среди всех возможных вещей в мироздании обрести рождение в образе чувствующего существа. Даже в этом случае для обретения человеческого тела требуется значительная заслуга, в то время как требуется нечто совершенно необычное, чтобы стать человеком, наделенным как добродетельными тенденциями, так и острым проницательным разумом. Обрати внимание, о Брамин, что движущееся творение – это лишь малая доля неподвижного, и что человеческие существа образуют всего лишь малую долю среди всего того, что движется, в то время как большинство людей лишь чуть лучше животных, не ведая о том, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно, а что нет. Среди здравомыслящих людей наибольшая часть устремляется в погоню за удовольствиями жизни, стремясь к исполнению своих желаний. Только немногие образованные люди отмечены сильным желанием попасть на небеса после смерти. Сознание большинства из этих немногих затуманено майей, и они не могут постичь единство всех и вся, Творца и творения. Как все эти несчастные люди, удерживаемые в объятиях майи, могут узреть своим слабым видением возвышенную истину единства? Люди, ослепленные майей, не способны узреть эту истину. Даже когда некоторые личности возносятся высоко вверх в понимании теории, неудача не позволяет им убедиться в этом на опыте.
потому что их желания колеблют их туда и сюда силой большей, чем жалкое приобретенное теоретическое знание, которое, если ему строго следовать, должно положить конец таким желаниям, стремящимся опровергнуть положение о единстве всего сущего. Они пытаются оправдать свои практические действия ошибочными аргументами и спорами, которые являются просто напрасной тратой времени. Непостижимы пути майи, которая скрывает высшее осознание. Это похоже на то, как будто люди выбросили яркий драгоценный камень, полагая, что это просто галька. Только те превосходят майю, чьей преданностью довольна богиня самости. Такие личности обладают прекрасной проницательностью и счастливы. Будучи милостью Бога, наделенными надлежащей проницательностью и правильной устремленностью, они утверждаются в запредельном единстве и растворяются в самости. Сейчас я расскажу тебе последовательность освобождения. Человек учится истинной преданности Богу после похвального образа жизни, длящегося в нескольких рождениях, и затем поклоняется Ему в течение долгого времени с усердной преданностью. Бесстрастие к мирским наслаждениям возникает в преданном, который постепенно начинает испытывать сильное желание познать истину и становится поглощенным ее поисками. Затем он находит своего милостивого учителя и учится у него всего тому, что связано с запредельным состоянием. Теперь он получил теоретическое знание. Примечание – это Шравана. После этого он вынужден рассматривать этот вопрос со всех сторон в своем уме до тех пор, пока он не обретет удовлетворение на основе своего собственного практического знания, находящегося в гармонии с предписаниями священных писаний и поучениями своего учителя. Он способен выяснить наивысшую истину ясно и уверенно. Примечание – это манана. После этого установленное знание о единстве самости должно применяться на практике, даже через силу, если это необходимо, пока у него не наступит переживание истины. Примечание. Это нидхидьясана. После переживания внутренней самости он теперь сможет отождествить самость с Всевышним и таким образом уничтожить корень невежества. В этом нет никаких сомнений. Внутренняя самость осознается в продвинутом созерцании, и это состояние реализации называется нирвикальпа самадхи. Память об этой реализации позволяет отождествить внутреннюю самость с всеобщей самостью, как «я есть то». Примечание. Это пратьябхиджня джняна. Комментарий.
Медитация обозначена в стадиях ее поступательного развития, таких как савикальпа самадхи, качественная самадхи, и нирвикальпа самадхи, внекачественная самадхи. Дхьяна, медитация, ведет к безмятежности, следующей за решением о том, что ум в его абсолютной чистоте и есть самость. На более ранних стадиях имеют место прерывания, обусловленные вторгающимися в сознание мыслями. Последующая практика уже называется дхьяна. Когда безмятежность остается ровной и непрерывной в течение некоторого заметного времени, это называется савикальпа самадхи. Если же благодаря ее постоянной практике безмятежность воцаряется без какого-либо предварительного решения, то есть без усилий, и продолжается непрерывно в течение некоторого времени, то это называется нирвикальпа самадхи. Внутренняя самость сияет во всей своей чистоте на этой последней стадии. После выхода из этого состояния сохраняется память о необыкновенном переживании самости. Это позволяет отождествить свое индивидуальное запредельное с запредельным и единого, пребывающего во всех. Это состояние сахаджа, как часто говорил Шри Рамана. Это единство самости, и это то же самое, что и отождествление индивидуального запредельного с запредельным всего разнообразия мира, кажущегося раздельным на отдельных индивидуумов. Это уничтожает корень невежества немедленно и полностью. Считается, что дхьяна переходит в нирвикальпа самадхи, в то время как модификации означают многогранность сознания. Нирвикальпа означает его единую унитарную природу. Когда ум не порождает картину, обусловленную мыслями, то это неизменное положение, которое является его изначальным и чистым состоянием. Когда картины, которые были нарисованы на стене, стерты, то остается только изначальная стена. Не требуется никакой другой работы, чтобы восстановить ее изначальное состояние. Точно так же ум становится чистым, когда мысли устранены. Поэтому внекачественное состояние восстанавливается, если существующее волнение прекращается. Воистину нет нужды делать что-либо еще для поддержания этого наиболее святого состояния. Однако вследствие отравы майи даже пандиты заблуждаются в этом вопросе. Острый разум может достичь цели в мгновение ока. Искатели могут быть разделены на 3 группы – лучшие, средний класс и низшие. Представители лучшего класса достигают реализации в тот самый момент, когда они услышали эту истину. Они утверждаются в истине и созерцают ее вслед за этим одновременно с их обучением. С их стороны не требуется никаких усилий для осознания истины.
Рассмотрим в качестве примера мой случай. Летней ночью, когда ярко светила полная луна, я, опьяненный, лежал на пуховом ложе в своем саду удовольствий в любовных объятиях своей возлюбленной. Внезапно я услышал сладкие, нектароподобные песни невидимых воздушных существ, которые преподали мне учение о единстве самости, о котором я ничего не знал до того самого момента. Я сразу же задумался над ним, медитировал на него и осознал это единство менее чем за час. В течение 1,5 часов я пребывал в самадхи, состоянии высшего блаженства. Затем я вернулся к обычному состоянию сознания и стал размышлять об этом своем переживании. Как замечательно, насколько я был полон блаженства. Это что-то необыкновенное. Вернуться бы снова к этому. Счастье царя богов не может сравниться даже с долей моего блаженства. Даже Творец Брахма не смог бы испытать такого блаженства. Моя жизнь была растрачена впустую на другие устремления. Подобно тому, как человек игнорирует тот факт, что он держит чинтамани, драгоценный небесный камень, способный исполнять желания в своих руках, и отправляется просить подаяния, так и люди, неосведомленные об источнике блаженства внутри себя, напрасно растрачивают свои жизни в поисках внешних удовольствий. У меня теперь больше нет этой страстной тяги к ним. Пусть же я всегда буду пребывать в извечном и бесконечном источнике блаженства, находящемся внутри меня. Хватит этих глупых действий. Они – тени тьмы и тщетные повторения бессмысленного труда. Будь они восхитительными блюдами, ароматными гирляндами, пуховыми ложами, богатыми украшениями или веселыми девицами, они лишь простые повторения, без новизны или подлинной свежести в них. Отвращение к ним прежде не возникало во мне, потому что я глупо шагал по дороге этого мира. Как только я принял решение и попытался обратить свой ум вовнутрь, другая яркая идея осенила меня. В каком замешательстве я нахожусь? Что же то, что я хочу делать, если я всегда пребываю в совершенном блаженстве? Что еще я смогу обрести? Чего мне недостает? Когда и откуда я могу получить что-либо? Даже если когда-то и было что-нибудь непознанное новое, то могло ли оно остаться таким? Как могу я, бесконечное осознание блаженства, познать усилия? Индивидуальные тела, их чувства, умы и так далее подобны видениям во сне. Они проецируются мной. Контроль над одним умом не затрагивает остальных умов. Поэтому какой смысл в контроле над моим умом? Умы, контролируемые или бесконтрольные, появляются только перед моим мысленным взором.
Опять же, даже если все умы находятся под контролем, мой остается свободным, поскольку мой ум подобен бесконечному пространству, вместилищу всех вещей. Кто должен управлять им и как? Как может быть вызвана самадхи, когда я уже пребываю в совершенном блаженстве? Поскольку самость – это блаженство сознания, даже более совершенное, чем бесконечное пространство. Мой собственный свет проявляет разнообразные действия по всему миру, который опять же является моим собственным проявлением. Какая разница, если кто-то будет проявлять себя через действие или бездействие? Где обретение или потеря в таком проявлении? Подобным же образом, какое значение имеет это для совершенной блистательной самости, если она впадает в нирвикальпа-самадхи? Я есть и совершенство, и мир, независимо от того, нахожусь ли я в самадхи или нет. Пусть тело делает то, что ему нравится. Размышляя таким образом, я всегда пребываю в своей собственной самости, как совершенный источник блаженства и чистое непрерывное сознание. И поэтому я нахожусь в состоянии совершенства и остаюсь незапятнанным. Мой опыт – типичный опыт лучших искателей. Искатели низшего класса обретают мудрость в ходе многих рождений. Что касается среднего класса, то они обретают мудрость в течение одной жизни, но медленно и постепенно, согласно вышеупомянутой схеме: изучение истины, обретение убежденности в ней, медитация, качественная самадхи и внекачественная самадхи, и, наконец, сахаджа самадхи, быть незатрагиваемым даже во время внешней деятельности. Это последнее состояние встречается крайне редко. Зачем впадать в нирвикальпа-самадхи, если не обретаешь плод его мудрости? Даже если личность будет переживать его 100 раз, это не освободит ее. Поэтому я говорю тебе, что скоротечные самадхи в бодрствующем состоянии бесплодны. До тех пор, пока человек живет обычной жизнью и не смотрит на все происходящее вокруг как на проекцию самости, до тех пор, пока он не будет жить, не отклоняясь от самости ни при каких обстоятельствах, до тех пор про него нельзя сказать, что он свободен от помехи невежества. Для нирвикальпа-самадхи свойственны переживания одной только истинной самости, а именно чистого разума. Хотя этот абстрактный разум вечен и сияет великолепием даже в своем обычном состоянии, он как будто и не существовал. Абстрактный разум – это фон, на котором отображаются явления, и он, несомненно, должен проявляться во всей своей чистоте в их отсутствии, хотя его появление поначалу может выглядеть как нечто новое. Он остается неосознаваемым, потому что он неотличим от явлений, отображаемых им. Когда же они устраняются, то он становится различимым.
Таков вкратце метод самореализации. О Брамин, размышляй над тем, чему ты сейчас научился, и ты достигнешь реализации. С мудростью, порожденной собственной реализацией, ты будешь пребывать как самость, неотъемлемо присущая тебе, и будешь вечно свободным. Даттатрея сказал: после того, как Джанака дал Аштавакре эти предписания, он велел ему удалиться. Аштавакра вернулся к месту своей обители и применил полученные уроки на практике. Очень скоро он также стал Дживанмуктой, освобожденным при жизни. Так заканчивается глава 17 в Трипура Рахасья. Глава 18. Даттатрея продолжил. Таким образом доказывается существование чистого разума, свободного от объективного знания. Это можно ощущать во многих случаях в обычной жизни. Однако он остается необнаруженным, поскольку люди находятся в сетях майи и ничего о нем не знают. Только бдительность раскроет его. Зачем так много говорить об этом? Суть всего этого заключается в следующем. Объективное знание получено умом, так что сам ум не может быть предметом познания. Но все-таки из этого следует, что должен существовать некий ум даже в отсутствии объектов. Такой чистый ум, полностью лишенный всякого объективного знания или мыслей, есть чистый разум. Осознавание – вот его природа. Поэтому он всегда реализован, потому что помимо него самого не может быть признан никакой другой знающий. Ты думаешь, о Бхаргава, что самость не пребывает в состоянии осознавания в момент наблюдения объектов? Если самость не пребывает в состоянии осознавания, то ее не может быть. Если ее нет, то как ты можешь задавать этот вопрос? Как можешь ты искать для себя какое-либо благо, если бы самость была мифом, подобным миражу? Как я могу установить в тебе самость? Подумай и ответь мне. Или же ты имеешь в виду, что есть обычное сознавание самости, но оно не может быть конкретизировано? И если так, то знай, что осознавание самости – это непрекращающееся осознавание, которое существует бесконечно. Такова твоя самость. Самость свободна от частностей. Как странно, что, зная ее, ты все еще невежественен. А во время постижения объекта чистый разум принимает его форму и проявляет себя как таковой. Сам по себе он чист и не имеет никакой формы. Таким образом, объективное знание – это конкретизированная частность чистого разума.
Самость – это вечно сияющее, неконкретизированное, незапятнанное, единое существование, самоосознающее и самодостаточное. Если ты скажешь, что тело и так далее обычно проявляются как самость, то я скажу тебе, что они – суть только игра воображения и мыслей, и ничего больше. Подумай и внимательно поразмысли. Когда ты видишь горшок, то осознаешь ли ты, что это твоя самость, подобная телу? Нет, твое тело в не меньшей мере всего лишь мысль и впечатление в сознании, чем горшок. Тогда почему же одно только тело должно ошибочно смешиваться с самостью? Если ты настаиваешь на том, что нет никакого вреда или ошибки в отождествлении тела с самостью, потому что это не хуже, чем восхваление части вместо целого, то я скажу тебе: не ограничивай такое восхваление только одной частью в ущерб всему остальному, что исключается. Расширяй это восхваление во все стороны и восхваляй всю Вселенную как самость. В таком случае не будет никакого ошибочного отождествления объектов с субъектом, и тогда ты всегда будешь оставаться как субъект. Потому что самость всегда самосияющая и недвойственная, и она показывает разнообразие явлений, подобно тому, как в зеркале видны различные отражения. Поэтому исключи творение как простую мысль или ряд мыслей и осознай недвойственный, остаточный и чистый разум как самость. Если тело и творение превзойдены и самость осознана хотя бы единожды, то в результате появляется мудрость, которая уничтожит невежество и прекратит цикл рождения и смерти. Мокшу, освобождения, не стоит искать в небесах, на земле или в нижних мирах. Она имеет тот же смысл, что и самореализация. Мокша – это не что-то такое, что должно быть получено заново, поскольку она уже есть, и ее необходимо только осознать. Сноска. Мокша – это освобождение, цель человеческих стремлений, избавление от круга перерождений и страданий. Возврат к тексту. Такая реализация возникает с устранением невежества. Для достижения цели жизни не требуется больше абсолютно ничего. Не следует думать, что мокша отличается от самости. Если некую вещь необходимо обрести, то это подразумевает ее отсутствие перед ее обретением. И если она может отсутствовать хотя бы единожды, то разве она не сможет пропадать снова? Тогда мокша окажется непостоянной и поэтому недостойной того, чтобы к ней стремиться. Опять же, если она может быть обретена, то такое обретение подразумевает не самость. То, что не является самостью, всего лишь миф, подобно рогам на голове у зайца. Сноска. В древних индийских текстах рогатый заяц символизировал нечто нереальное, фантастическое.
Например, Будда Палита, выдающийся индийский философ, буддийский монах, последователь Нагарджуны и комментатор Нагарджуны и Арья-девы, говорил, что сущности не существует, подобно тому, как рога у зайца. Возврат к тексту. Примечание. Шри Рамана говорит, что мокша – это другое название для «я» или самости. Самость, с другой стороны, это всестороннее совершенство. Поэтому где еще могла бы находиться мокша? И если бы ее не было там, то мокша была бы подобна отражению в зеркале. А распространенное представление о том, что мокша – это избавление от неволи, означает разрушение невежества. Невежество – это, по сути, форма мысли. Разрушение мысли – это отсутствие. Вызвать его отсутствие – это просто еще одна форма мысли. Таким образом, при исследовании все утверждение оказывается затронутым и запутанным, и оно становится бессмысленным. Поскольку мысль не может быть разрушена, по-прежнему оставаясь мыслью. Сон считается настолько реальным, насколько и нереальным, соответственно, в переживании и по сути. По правде говоря, сон также не является нереальным, поскольку что такое нереальность? Это непостоянство. Это опять же признано на основе мысли о том, что сон не непрерывен. И это подразумевает, что содержание мысли есть сон. В таком случае, разве он не непрерывен? Поскольку разум всегда непрерывен, то не может быть момента небытия чего бы то ни было. Поэтому даже в момент размышления об отсутствии вещи эта вещь в действительности существует в уме. И таким образом она реальна, а не нереальна. Все объекты, однако, не существуют, когда они не рассматриваются умом. Но реальность определяется бытием или небытием, которое не может быть определено умом, потому что отрицание со стороны ума подразумевает формирование умственного образа отрицаемой вещи, и абсурдно отрицать ее существование. В отсутствии отрицания вещь должна быть, и поэтому есть все. Таким образом, существование чистого разума, как и всего остального, доказывается через его проявление, и таким образом мокша не может быть чем-то внешним по отношению к самости, какие бы факты не собирались, обретались или принимались. Мокша определена как устойчивое сияние самости, пребывающей в совершенстве. Возникает вопрос, не является ли самость несовершенной в одно время, то есть в невежестве, и совершенной в другое время, то есть в мокше? Отсутствие изменений и превращений абстрактного разума в объективные явления считается состоянием совершенства. Поэтому здесь нет противоречия. Побудительными причинами абстрактный разум сокращается до уровня видоизменений и становится ограниченным.
противном случае он бесконечен и непрерывен. Если ты имеешь в виду, что такой разум разбивается на части посредством времени и так далее, то скажи мне, эти разделяющие влияния находятся внутри самости или вне ее? Если они находятся вне сознания, тогда их существование недоказуемо. Если внутри, то сознание пронизывает их, и тогда оно не разделено. Разбитие на интервалы, наблюдаемое в мире, воспринимается сознанием как события, разделенные на части, и время – разделитель. И все это пронизываемо сознанием. Сознание есть само по себе и время, и события. Если время не пронизываемо сознанием, то как интервалы становятся очевидны? Как сознание может рассматриваться разделенным при своей всеобщей всепронизываемости? Разделение должно быть вызвано при посредстве чего-то внешнего. Но за пределами сознания нет ничего, что вообще могло бы поддерживаться или обсуждаться. Также нельзя согласиться с тем, что разделяющий фактор становится видимым благодаря своим эффектам разделения, в то время как в своей полноте он все еще ускользает от разума. Поскольку тогда придется допустить, что он существует настолько, насколько проявляются его эффекты, и не существует по-другому, что является абсурдным. Поэтому даже концепция внешнего должна лежать в пределах границ сознания. Сравните авьякту во сне или внешнее в схеме творения. Точно так же все то, что познано и познаваемо, также должно лежать в пределах этих границ. Ввиду этого заключения, как вместилище может быть разделено на обособленные части своим содержимым? Исследуй истину, содержащуюся в этих строках Рама. Находясь внутри, Вселенная не может отличаться от сознания. Поскольку ты знаешь, что две вещи не могут сосуществовать в пределах одних и тех же границ. И если бы это было так, то наблюдалась бы запутанная мешанина. Однако Вселенная поддерживает свою отчетливость и свое своеобразие, потому что она подобна отражению в зеркале сознания. Что касается появления авьякты или внешнего в схеме творения, которое было прослежено до изначальной причины или невежества, то как проявление в нем может быть реальным? Их реальность должна быть связана с тем фактом, что они должны обладать природой сознания, то есть самости. Поэтому следует сделать вывод, что самость одна, и только одна, и что нет ничего за ее пределами.
Когда Даттатрея закончил, Парашурама спросил дальше. «О Господь, мне трудно понять твои рассуждения, когда ты говоришь, что абстрактный разум, будучи одним и только одним, все же проявляется в виде разнообразных объектов творения. Эти два объекта, познающий и познаваемый объект, являются отличными и отдельными. Из них познающий, то есть сознание, может быть самосияющим, освещая объекты. Подобно тому, как объекты стоят особняком от света, так и Вселенная кажется чем-то отличным и отделенным от разумного принципа. Опыт не показывает тождественности этих двух вещей. Кроме того, ты подтверждаешь утверждение Джанаки, касающееся самадхи. Джанака сказал: ум, лишенный мыслей, становится чистым, и тогда он тождественен самости. И далее, одно только это устраняет невежество. Как он может быть самостью? Ум всегда рассматривается в качестве способности, с помощью которой самость действует на супраментальных планах. С точки зрения ума, самость тогда была бы не лучше, чем что-либо неживое, но ум характеризует ее как нечто отличное от неживого мира. Далее, даже священные писания признают, что освобождение и неволя – это только позиции ума, соответственно, неизменное или видоизменяющееся. Как ум может быть самостью или ее способностью? Опять же, если допустить, что мир – это образ на зеркале сознания, то из этого следует факт его совершенства, и из этого нельзя сделать вывод о недвойственности сознания. Существует пример известной галлюцинации, такой как веревка, ошибочно принимаемая за змею. Галлюцинация не является правильным знанием, но это не устраняет двойственное восприятие у того, кто ее наблюдает. И опять-таки, нереальные образы не могут служить какой-либо полезной цели, в то время как Вселенная существует издавна и полна смысла. Скажи мне, как ты доказываешь ее нереальность, таким образом утверждая недвойственность Высшего? Более того, если сам этот мир нереален, то как такой нереальности удается различаться между фактом и галлюцинацией в жизни? И что еще важнее, каким образом каждому удается иметь одну и ту же галлюцинацию, принимать нереальные явления за реальность? Все эти сомнения беспокоят меня. Пожалуйста, разъясни их для меня. Всеведущий Даттатрея выслушал эти вопросы и был доволен ими. А затем он продолжил отвечать. Ты хорошо сделал, Парашурама, что задал эти вопросы. Хоть и сделал это не в первый раз. Их необходимо исследовать до тех пор, пока не будет обретена полная уверенность. Как может гуру самостоятельно предугадать все сомнения ученика,
пока тот ясно не заявит о них. Существуют различные уровни ума, а также различные характеры. Как может быть обретено ясное знание, если собственные сомнения не высказаны для того, чтобы их устранить? Искатель, обладающий аналитическим умом, обретает прочное и глубокое знание, и его вопросы помогают идти к глубинам знания. Бесполезен ученик, который не задает вопросов. Целеустремленного ученика можно узнать по его вопросам. Сознание единое и недвойственное, но сияет так, как будто оно множественное, подобно чистой поверхности зеркала, отражающей множество красок. Обрати внимание на то, как ум, неизменный в глубоком сне без сновидений и остающийся одиночным и незаполненным, позже видоизменяется сновидением и проявляется как придуманный мир сновидения. Подобным образом единое сознание Шри Трипура вспыхивает в образе различных явлений Вселенной. Познающие и познаваемые объекты видимы также и во сне. Даже слепой человек, лишенный зрения, воспринимает объекты. Как он это осуществляет, кроме как не умственным восприятием? Разве может быть что-либо когда-либо где-либо познано в отсутствии света ума? Не может быть никаких образов в отсутствии зеркала, поскольку образы невозможно отделить от зеркала. Подобным образом нельзя познать ничего из того, что находится за пределами принципа познания. По той же самой причине я говорю, что ум в целом не может находиться отдельно от разума. Подобно тому, как познающий познание и познаваемые тождественны уму во сне, так и видящий видение и наблюдаемое явление тождественны уму в бодрствующем состоянии. Подобно тому, как топор был создан во сне для того, чтобы срубить дерево, которое является той вещью, для которой он был задуман, так и ум считается способностью для предоставления восприятия. Но Рама, способность может быть реальна только в той же мере, как и само действие. Поскольку разве был когда-либо кто-то, кому был причинен вред человеческим рогом? Действие и инструмент, несомненно, должны быть одной и той же степенью истины. Поскольку само действие нереально, то может ли ум, способность быть реальным? Поэтому Рама не существует способности, известной как ум. Ум только предполагается с целью размещения воображаемых субъектов, воображаемых видений и воображаемых объектов. Его реальность находится на одном уровне с реальностью сна.
Чистый разум совершенно не запятнан. Ум и другие способности – это просто выдумки для того, чтобы позволять явлениям происходить, которые так или иначе продолжаются, потому что Абсолют самодостаточен и проявляется как субъект и объекты. Этот разум большей частью чист и внекачественен, как в вышеупомянутом скоротечном самадхи. Я объясню это тебе дальше. Абсолютное сознание и пространство похожи друг на друга, будучи совершенными, бесконечными, утонченными, чистыми, неограниченными, бесформенными, присущими всему, всегда не загрязненными ни внутри, ни вовне. Но пространство все же отличается от абсолютного сознания, будучи неживым. Фактически сознательная самость – это пространство, и они не отличаются друг от друга. Пространство – это самость, а самость – пространство. Только невежественные вследствие своего заблуждения смотрят на самость как на одно только пространство, подобно тому, как совы не могут ничего видеть в ослепляющем их солнечном свете. Мудрый же обнаруживает в пространстве самость, абстрактный разум. Ее запредельное величество, безупречное и самодостаточное, цельное в своей полноте, озаряет и освещает множественность в своей самости, подобно человеку в состоянии сна. Эта множественность в форме людей, животных и других явлений не вводит в заблуждение самость, пребывающую во всей своей чистоте, но вводит в заблуждение самости, а именно индивидуальные эго. Ее Величество Абсолют всегда пребывает осознающий свое совершенство и единство. Хотя она сама по себе неизменна, для ее собственных существ она кажется изменчивой, как фокусник, который вводит в заблуждение аудиторию своими трюками, но сам не обманывается ими. Она – это свет, одна без второй части. И все же из-за завесы иллюзии для порождаемых ею существ она кажется разделенной. Подобно тому, как трюки фокусника вводят в заблуждение только публику, но не его самого, так и пелена Майи воздействует на существа, но не на Творца. В то время как люди удерживаются в сетях Майи, они видят множественность и также обсуждают Майю. Эта майя – динамический аспект скрытой самодостаточности Высшего, и она неизменна. Посмотри, как йоги, заклинатели и фокусники остаются самонадеянными и уверенными, не раскрывая своего искусства, и все же при этом играют на воображении других, стремясь достичь невозможного.
разделение в абсолюте приписывается к ограничению внутри индивидуальных пределов, происходящему под обликом эго, которое обычно называется несовершенством или невежеством. Подобным образом Бхаргава абсолютно наделяет свою собственную чистую и независимую сущность невежеством и кажется множественным, радужно переливаясь своими различными объектами. Следовательно, тождественность пространства и самости не очевидна для ученых, потому что они не способны исследовать самость с помощью устойчивого ума, поскольку он уводится в сторону из-за свойственной ему тенденции направляться наружу. Заимствованное знание о самости, полученное из книг или от гуру, никогда не сможет освободить человека до тех пор, пока ее истина не будет исследована надлежащим образом и применена к себе. Однако только непосредственная реализация приведет к освобождению. Поэтому последуй моему совету и достигни самореализации, обратив свой ум вовнутрь. Она, являясь запредельным сознанием, которое порождает всех и заключает в себе их сущность, есть чистое сияние и поэтому лишена чего-либо неживого. Она покоится в своей собственной сущности, будучи незагрязненной эго. Все неживое не может существовать само по себе. Оно зависит от разума в своем признании и определении. Они не могут сиять сами по себе и раскрывать свое существование. Следовательно, они не имеют опоры. Но чистый разум абсолютен. Он сияет сам по себе и ощущает свое собственное существование без какой-либо посторонней помощи. Так как он самосияющий, то он самодостаточен. Таково совершенное Я, запредельное Я, которое отсутствует в инертных объектах. Поскольку совокупность всех явлений состоит из чистого разума высшего и нет ничего вне ее орбиты, то не может быть ничего, что разделяло бы ее на части. И поэтому она не расколота и является непрерывной, подобно зеркалу, отражающему образы. Как для Абсолюта возможны разделитель и разделение? Такая свобода от разделения – это совершенство. И самосияние, свойственное такому совершенству, это непрерываемое сознание «Я», известное как самоумиротворенность. Это извечная, неотъемлемая, единая и однородная сущность.
Хотя описания высшего, то есть высший, отличаются согласно различным подчеркиваемым аспектам, все же она всего лишь нечто самодостаточное, энергия. Она абсолютное, неразрывное, единое и неотъемлемое существо. Все это, объединенное в одно, как, например, свет и жар, составляют огонь, и при этом эти три фактора все же рассматриваются и описываются отдельно в повседневной жизни. Такова сила, называемая майя, способная совершать невозможное и оставаться незагрязненной, несмотря на свое проявленное многообразие в виде явлений, походящее на зеркало и образы, отражающиеся в нем. Она извечная, единая, неразрывная суть «Я», проходящая через все проявления. Эти кажущиеся разрывы в непрерывности, которые считаются не сущностью, суть то же самое, что невежество, неодушевленность, пустота, природа, небытие, пространство, тьма или первый шаг в творении. Все это представляет собой не что иное, как первое разделение в чистом разуме. Переход от бесконечного абсолюта к ограниченной природе находится под влиянием майи, а результат этого перехода называется пространством. Но все это пока еще неотличимо от самости вследствие неразвитости или отсутствия эго, которое является семенем цикла рождения и смерти. Многообразие наблюдаемо только в пространстве, и это пространство пребывает в самости, которая, в свою очередь, проецирует его в тот момент, когда начинается появление многообразия, хоть это и не ясно тогда. Рама, обрати свой взор вовнутрь. То, что ты воспринимаешь как внутреннее пространство, это протяженность, в которой все существа существуют, и она образует их самость или сознание. То, что они считают пространством, это твоя самость. Таким образом, самость одного – это пространство в другом, и наоборот. Но одна и та же вещь не может иметь различную природу. Поэтому нет никакого различия между пространством и самостью, которое есть полное и совершенное блаженство сознания. Между тем, пространство предполагает секции. Каждая секция разума называется умом. Может ли она отличаться от самости? Чистый разум, загрязненный неодушевленными наростами, называется джива или личность, чья способность к развлечению сообразна ограничениям, наложенным на самих себя, и называется умом.
Таким образом, при переходе от абсолютного к индивидуальному пространство – это первая брошенная завеса. Ясная изначальная самость становится чистым, тонким, незапятнанным пространством, в котором зарождаются твердые, плотные, стесненные или рассредоточенные вещи. Они проявляются как 5 элементов, из которых составлено тело. Затем индивидуальное заключает себя в тело, подобно тому, как шелкопряд образует вокруг себя кокон. Таким образом, абсолют сияет в теле как осознавание, а именно «я есть тело», подобно тому, как свеча лампы освещает изнутри шарообразный абажур. Итак, индивидуальное сознание оказывается всего лишь сиянием самости, отражающимся в теле, которое оно освещает подобно комнатной лампе, освещающей интерьер этой комнаты. Подобно тому, как свет лампы распространяется через отверстия, сделанные в абажуре, так и свет разума простирается изнутри, через чувство к внешнему миру. Сознание, будучи абсолютным и всепронизывающим как пространство, не может выходить через чувства, но тем не менее его свет, простирающийся как пространство, представляет некоторые явления. И это постижение означает подъем завесы тьмы, определяемой степенью постижения. Это считается функцией ума. Примечание. Лучи света незаметны в вакууме, но когда они сталкиваются с плотной материей, то объекты становятся видимыми благодаря отражению световых лучей от их поверхности. Точно так же сознание кажется раскрывающим присутствие объектов в пространстве, снимая с них пелену неведения, окружающего их. Поэтому я говорю тебе, что ум есть не что иное, как сознание. Различие между ними заключается в том факте, что ум беспокоен, а самость всегда пребывает в безмятежности. Осознание самости обуздывает беспокойный ум, который является динамическим аспектом сознания. А в результате его обуздания занимается свет, наполненного умиротворенностью блаженства. Свет совершенного блаженства разума, который имеет такой же смысл, как и освобождение. Будь уверен в этом. Не думай, что после прекращения мыслей будет следовать некая пауза пустоты, пелены неведения. Поскольку нет такого фактора, который можно было бы назвать пустотой, пеленой или неведением, все это просто вымысел воображения. И если, фантазируя, человек представляет себя захваченным, измученным и побитым его врагом, то он будет страдать от всего этого
до тех самых пор, пока он не отбросит свои фантазии. Но разве будет он оставаться связанным его врагом после того, как прекратится наваждение, в котором был его враг и его связанное тело? Также обстоит дело и с пеленой неведения. О Рама! Даже изначально воистину не было никакой неволи или уз, привязывающих к циклу рождения и смерти. Все, что тебе нужно, не быть введенным в заблуждение отождествлением себя с неживой материей и задаться вопросом, что такое эта неволя. Самые крепкие оковы – это собственная уверенность в том, что человек связан. Она столь же ложна, как и устрашающие галлюцинации испуганного ребенка. Даже лучшие среди людей не смогут найти выход к освобождению, сколько бы усилий они не прилагали, если их собственное чувство неволи не будет уничтожено. Что такое эта неволя? Как может чистая, незагрязненная, абсолютная самость быть скованной тем, что похоже на образы, отражающиеся в зеркале самости? Полагать, что самость скована умственными представлениями, это все равно, что считать, что огонь, отражающийся в зеркале, может сжечь его. Нет абсолютно никакой неволи, помимо собственной глупой уверенности в том, что человек связан, и различий, и многообразия, порожденных умом. И пока эти два грязных пятна не смыты святыми водами исследования самости, то ни я, ни Брахма-творец, ни Вишну, ни Шива, ни даже Шри Трипура, богини мудрости, не смогут помочь такому человеку обрести освобождение. Поэтому, Рама, преодолей эти два препятствия и оставайся счастливым. Ум воссияет как самость, если лишится тех мыслей, которые ныне осаждают его. И тогда все восприятие двойственности перестанет существовать. Ум есть не что иное, как частное знание о разного рода вещах. Устрани его, и тогда останется одно только чистое знание. Это и есть самость. Как в хорошо известном примере, когда веревку приняли за змею, веревка реальна, а змея нет. Даже после того, как истинное положение дел стало известно и ошибочное восприятие змеи устранено, все еще остается реальность веревки, которая содержит потенциальную возможность повторения того же самого ошибочного восприятия у того же человека или у кого-то другого. Опасность всегда будет присутствовать там до тех пор, пока веревка не осознана как имеющая природу самости и как пребывающая в ней.
Тогда объективная реальность полностью исчезает и остается одно только чистое знание. Подобным образом наступает полное уничтожение двойственности. Чувство двойственности сохраняется, потому что имеется убеждение в важности и целенаправленности объективного мира. Но такая целенаправленность и даже длительная продолжительность испытывается даже в сновидениях. Различие между сновидениями и состоянием бодрствования заключается в том факте, что в бодрствующем состоянии сновидение определяется как ложное, в то время как во сне бодрствующее состояние не является таким определенным. Поэтому состояние бодрствования всеми признано реальным. Но это неправильно. Поскольку разве ты не испытываешь длительную продолжительность и целенаправленность в сновидении в той же самой степени, что и в состоянии бодрствования? Состояние сознания бодрствования не вмешивается в сновидение, равно как сознание сновидения не вмешивается в состояние бодрствования, в то время как эти два фактора, длительная продолжительность и целенаправленность, свойственны обоим состояниям. Исследуй в свете этих факторов свои прошлые сны и переживания в состоянии бодрствования, имевшие место в прошлом, и лично убедись в этом. Опять же, обрати внимание на видимость реальности в представлениях фокусника и на кажущуюся целенаправленность действий, производимых порождениями фокусов. Разве реальность опирается на шаткое основание таких проявлений? Замешательство обусловлено недостатком различения между реальным и нереальным среди несведущих людей. Воистину, по своей невежественности они говорят, что эта Вселенная в состоянии бодрствования реальна. Реальность должна оставаться всегда и во все времена. Сознание либо есть, либо его нет. В первом случае это очевидно, а в последнем это подразумевается, поскольку концепция о его отсутствии подразумевает сознание. Поэтому сознание не может быть признано приходящим. Оно постоянно и поэтому реально. Неодушевленная материя многообразна в природе, и ее временность очевидна, поскольку один объект исключает все остальные. Но можешь ли ты предположить отсутствие сознания где-либо или в какое-либо время? Если ты говоришь, что нет осознавания в твоем сне, то скажи мне, откуда ты знаешь об этом периоде? Или опять же, откуда ты знаешь, что ты ничего не сознавал? И если бы ты не сознавал абсолютно ничего,
то ты бы сейчас не мог говорить «я не сознавал». Как эта несознательность стала ясна тебе. Следовательно, ты не можешь избежать вывода о том, что сознание должно иметься даже для того, чтобы знать также и о своей несознательности. Поэтому нет такого момента, когда сознания бы не было. Сейчас я вкратце расскажу тебе о различии между реальностью и нереальностью. Реальность – это то, чье существование самоочевидно и не требует посторонней помощи для доказательства этого. Нереальность наоборот. И если же, однако, ты скажешь, что вещь реальна до тех пор, пока ее существование не признано нереальным, то посмотри, например, с веревкой, ошибочно принимаемой за змею. Воображаемая змея, согласно твоим представлениям, была бы реальной в предшествующем правильному знанию интервале времени. Но это абсурдно. Более того, если опровержение означает небытие, то мысленный образ опровергнутой вещи, тем не менее, должен быть признан. И это означает, что вещь, формально опровергнутая, мысленно признана. Поэтому опровержение ведет в никуда и не определяет нереальность вещи, ровно как видимость вещи не определяет ее реальности. Видимость и опровержение оба являются промежуточными звеньями. Согласно мне, нет ничего, что находилось бы за пределами сознания. Также нет ничего такого, чего не могло бы в действительности быть. Поэтому тот, кто отрицает сознание, должен быть никем иным, как сухим логиком. Он может даже отрицать себя и говорить «меня нет». Но тогда кто говорит и что он говорит? Если тот, кто отрицает себя из-за своей некомпетентности и глупости, может учить других и устранять их невежество силой своей логики, то этот камень передо мной мог бы с одинаковым успехом делать то же самое. Поэтому видимость вещи и ее полезность не определяют реальность вещи или наоборот. Все знание вторично и ненадежно. В этом нет никаких сомнений. Самое большое из всех заблуждений – уверенность в том, что знание не является заблуждением. Галлюцинация лежит в интервале, предшествующем правильному знанию, подобно тому, когда мы ошибочно принимаем сверкающий перламутр за слиток серебра. Точно так же ошибочное восприятие реальности Вселенной сохраняется до тех пор, пока неосознанно изначальное и основополагающее знание о своей самости. Это ложное чувство является всеобщим и широко распространенным, подобно синему цвету неба, и оно прекратится одновременно с реализацией чистого разума.
Теперь я ответил на твои вопросы. Не проявляй нерешительности. Сразу же прими правильное решение. Далее я просвещу тебя по вопросу, заданному тобой прежде, касающемуся деятельности джняни, мудрецов. Джняни могут быть разделены на такие категории: лучшие, средний класс и низшие. Представители последней категории познали самость, но все же они находятся под влиянием удовольствий и боли, выпадающих на их долю согласно их прарабдхе, прошлой карме. Джняни более высокого порядка, даже пожиная плоды своей прошлой кармы, при этом более устойчивы в своем внутреннем счастье, подобно опьяненному человеку, не вполне обращающему внимание на то, что с ним происходит. Джняни высшего порядка никогда не отделены от наслаждения своим блаженством, даже если они сталкиваются с прарабдхой в миллион раз больше, чем предыдущие категории джняни. Они не удивляются даже самым неестественным и чудесным событиям. Они не ликуют, получая наибольшие наслаждения, и не оказываются подавленными, испытывая самые ужасные страдания. Они всегда умиротворенные и спокойные внутри, хотя они могут казаться действующими подобно тому, как и простолюдины. Эти различия обусловлены различиями в их уме и степенью развитости джняны, мудрости. Их действия зависят от их предрасположенностей, как определено их прошлой кармой. Но все их действия подобны действиям опьяненного человека. Так заканчивается глава 18 в Трипура Рахаси.